Assalamu alaikum machkwai. Marsha door shumasu. Soon shug masaga dachaitle. Trai quazlach aprele. Hochscher shezert trai shorcher. Dina Шиделч, Придалац, Международный уголовный суд Халха, в Яш Йок митингю, Массага Дихардуса, Шениц Кочек, Шейтеруек Цигвар, с митинга участие принятия, нога участие принятия, вторую чува, еще чего, с митинга Шейк Долуч Аур, Водер, так, из Хундяшю, دوت دوس هو دي بعشرة رسينا وين نوخش قومن تاح بيشبل توم هلق ديشتل أدم ديشتل يامرتلو شادو ستسو قيتاك تليل دي تو دنيانا تليلوش يامرتلو خارцу دخايت Так, международный посредник школани и договор и на будущие времена вой так шел на войн бинбол и тяжбях цег цабыт беш буалбукас хураны дихарду от болт от митинга кицулт беш болт участие принять решение хочек дар нагасан цигаги ва еще чего ключ аур шек долч аур одер и митинга именно козла чё дина шисах дальше присах дал цера латериошью в конечном итоге резолюции чулурёшью цег требований яша расследование дайвулья шугар воду юш хитцалт остайпан дихар астадина дат валучу митинги вол ал кайкан бинавышт инса шуг масяга дихар дук цег дахкар отстях поддержки международной организации шка киехтязин войн он Россию инок преступлений юэлла подтвердить дебо аса цо эхинс Совет Европы гасязин дал киехт шундадюшерду вождека от международный уголовный суд главный прокурор Яздяшуса, ключ международной организации Совет Европы, Совет Безопасности ООН, Яздик Долшкиехту, 23-го качества Масяга Дадавайтер Долшту, но Хинц Шугар поддержки Совет Европы Яздин Долкиехт, Дадишля Суншин, Лерран Ладвой, шейн хыштол дешнял соу цю айол смысл тин мян тин ойла ея шейн хитаг эл и поддержать де дал те айбертки велой as версимата яздин дуиза остадюшн генеральному секретарю Совета Европы госпоже Марии Бурич, копии депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европарламенту, правозащитникам, журналистам, общественным и политическим деятелям мира. Госпожа Мария Бурич, еще в 2019 году после избрания вас на почетную должность генерального секретаря Совета Европы я обратился к вам с открытым письмом, в котором просил инициировать объективное расследование чеченского вопроса, который замалчивается в угоду российским преступникам. Но в отличие от многих ваших предшественников, которые в своих ответах и резолюциях хотя бы выражали
обеспокоенность преступлениями России против чеченского народа, вы проигнорировали письмо, обращенное к вам 76-летним правозащитником, который с самого начала агрессии России 1994 года по настоящее время обращается к высоким международным организациям с законной просьбой защитить права бесправного чеченского народа. Вы промолчали и продолжаете игнорировать мои обращения, хотя не можете не знать о преступлениях политических военных сил России против малочисленного чеченского народа, которые освещались всеми неангажированными СМИ, правозащитниками и честными гражданами этого несправедливого мира. Ответьте хотя бы на вопрос: если убийство и ранение сотен тысяч мирных людей, в том числе убийство 42 тысяч детей, пытки, внесудебные казни и многие другие преступления против чеченского народа до сих пор не признаны преступлениями, то что вы считаете преступлениями? Совет Европы принял Россию в свои ряды в самый разгар агрессивной войны против Чечни 28 февраля 1996 года, в то время, когда по приказу политического военного руководства российские летчики без разбора бомбили мирные города и села, а озверевшие от героического сопротивления простых чеченцев российские военные тысячами убивали мирных людей, забрасывали гранатами подвалы, где прятались женщины, дети и старики, совершали множество других ужасных преступлений. Высокие международные организации не заметили основные черты фашизма в действиях российского руководства, даже когда Россия, будучи уже членом Совета Европы, открыто применяла преступные действия, нагнетая новую войну. Против чеченского народа, с которым заключила мирный договор после своего позорного поражения 6 августа 1996 года. И даже когда возведенный в российский трон полковник КГБ Владимир Путин языком уголовного жаргона приказал «мочить террористов», в кавычках, имея в виду убивать весь чеченский народ, Совет Европы, как и другие высокие международные организации, не сделал ничего существенного для того, чтобы остановить прямое убийство беззащитных людей в Чечении. Убедившись в том, что высокие международные организации, которые приняли на себя международные обязательства и призваны защищать права всех людей без исключения, защищать мир, верховенство права и справедливость, не намерены защищать от российских кровавых преступников многострадальный чеченский народ, я принял решение посвятить остаток своей жизни деятельности по защите прав человека. Принимая такое решение, я понимал трудность и опасность избранного пути, но верил в то, что правда и справедливость можно добиться. С начала агрессии, развязанной Россией в 1994 году, мы постоянно проводили и продолжаем проводить различные мероприятия, направленные против войны и за восстановление справедливости. Но высокие международные организации, многие СМИ и политики во многом стараются не замечать наши законные требования, хотя во время личных встреч словесно подтверждает, что Россия совершила кровавые преступления против чеченского народа, что
течение многих лет мы пытаемся доказать. Сознавая, что безнаказанность провоцирует преступников на новые преступления, мы просили признать преступления и остановить преступников, пока они в своих преступлениях не зашли далеко. Но не имея голоса в международных институтах и не имея другой возможности добиться справедливости, еще в 2001 году я объявил голодовку протеста Совета Европы и Европейскому парламенту против их бездействия. Но 42-дневная голодовка не дала результатов, и я провел еще несколько голодовок общей сложности более 300 дней. Эти голодовки отняли у меня здоровье, но все же я остался живым и продолжаю борьбу против несправедливости. Мы провели пешком 1000 километров марша мира и марш за верховенство права и справедливости, а также автомобильным транспортом встречи в парламентах 13 стран и многие другие мирные акции. Но до сих пор нам не удалось добиться справедливости, и мы продолжаем бороться за справедливость и права человека. Это жизненно необходимо для нашего народа, для того, чтобы международное сообщество прекратило утверждать, что убийство чеченского народа является внутренним делом России. А российские убийцы, вдохновленные такой поддержкой, чтобы не продолжали свое кровавое дело. Мы против того, чтобы наш народ целенаправленно демонизировали, противопоставляли и уничтожали. Мы не хотим, чтобы наша исконная чеченская земля и дальше находилась под оккупацией преступной российской армии, которая уже в течение 400 лет ведет перманентную войну, методично убивая лучших сынов и дочерей нашего народа. Получив четкий сигнал от современного цивилизованного мира о том, что чеченский вопрос является внутренним делом России, политические и военные силы разработали коварный метод окончательного решения чеченского вопроса и задействовали в этом плененных ими так называемых чеченских боевиков, которые предали чеченский народ. Став пехотинцами Путина, они принимают соучастие в геноциде и безнаказанно терроризируют ни в чем не повинных людей. Даже тогда, когда путинские киллеры не только в Чечении и России, но и в других странах мира открыто убивают правозащитников и критиков Кремля, мировое сообщество продолжает робко замалчивать чеченский вопрос и делать вид, что ничего не происходит. Чеченский народ является одним из самых пострадавших народов современной Европы, но не признанный таковым. Теперь, когда политические и военные силы России во главе с военным преступником Путиным, вдохновленные безнаказанностью за преступления против чеченского народа, совершили новые преступления против Грузии, Украины и других стран, также используя методы обвинения своих жертв, у вас нет морального права не ответить на мою просьбу. Уважаемая госпожа генеральный секретарь Совета Европы, в очередной раз прошу вас провести объективное расследование и на основании имеющихся достоверных фактов признать преступление политических военных сил России во главе с Путиным против чеченского народа. Теперь, когда агрессия против Украины
открыла глаза мирового сообщества, и весь мир увидел истинное лицо Путина и вертикали его власти, я надеюсь, что вы не проигнорируете мое обращение к вам. Но если все же решите проигнорировать, прошу подумать, правильно ли вы поступаете. С уважением, президент Международной ассоциации «Мир и права человека», представитель ЧРИ в международных институтах, бывший министр связи ЧРИ Саид Амин Ибрагимов. Это письмо уже направлено Совету Европы. Я жду ответа, и ваша поддержка, общая поддержка, очень необходима. Поэтому еще раз прошу вас, не оставайтесь равнодушными. Те заявления некоторых людей, которые абсолютно не задумываются о ситуации чеченского народа, о будущих проблемах, которые могут быть, если мы сегодня промолчим и оставим бездейственно, оставим то, что совершили Россия против нашего народа, мы будем иметь большие проблемы. Но я надеюсь, что мы сможем достучаться до международных организаций мирового сообщества. Поэтому всех прошу на этот раз не оставаться равнодушными и оказать помощь. Снова напоминаю, митинг состоится 23 апреля 2022 года у здания Совета Европы, у здания Международного уголовного суда с 14 часов до 17 часов. Баркал Марсиана Дейрес Хуйл Адеквершу.